Визит участников автопробега в Славянку начался с торжественной церемонии у памятника героям на центральной площади поселка. Гостей поприветствовали глава района, глава славянского поселения и председатель районного совета ветеранов. После торжественной встречи все участники церемонии возложили цветы к вечному огню. Наше путешествие проходит накануне очередной годовщины победы над фашизмом. Для нас эта дата, так же как и для вас, имеет огромное значение. В это время нам очень важно подчеркнуть наши добрососедские и дружеские отношения. Также очень важной целью автопробега является развитие туристических путей между нашими приграничными территориями. В состав китайской делегации вошли специалисты по туризму и культуре администрации 3 китайских городов – Хунчунь, Чанчунь и Инзы, администрации провинции Цзилинь, а также пограничники и таможенники. В Славянке китайская делегация также посетила гостиничный комплекс «Теплое море», где им провели презентацию туристических возможностей Хасанского района. Мы рассмотрим все новые маршруты и предложения с вашей стороны, потому что направление туристического обмена очень важно. Мы очень надеемся, что количество туристов будет расти как с нашей стороны, так и российские граждане станут чаще приезжать в нашу провинцию. К тому же наша поездка – проверка возможности открытия автомобильного проезда через границу. Мы очень надеемся, что нам удастся открыть автомобильный переход между нашими территориями. Визит китайских гостей завершился 1 апреля, но уже через неделю, 8 апреля, российская делегация нанесет ответный визит. Во время автопробега Владивосток, провинция Цзилинь, участникам акции также представит весь туристический потенциал приграничной китайской территории. Юлия Ульянова, Сергей Юрко. Новости Славянки.